Добрый день, уважаемые телезрители. Меня зовут Наталья Нейковчина. Я приветствую вас из центральной студии канала «Регионал». Права человека в современном обществе нарушаются почти на каждом шагу. Значительную часть жизни нам приходится отдавать работе, поэтому на нарушение прав трудящихся мы обращаем особое внимание. В настоящее время в Молдове граждане, даже зная свои права, не всегда готовы их защищать из-за боязни потерять рабочее место. Почему этого не стоит делать, куда обращаться и как с этим бороться, попытаемся выяснить сегодня. У нас в гостях Елена Каркелан, заместитель начальника инспекции труда от профсоюзов. Добрый день, рады приветствовать вас у нас в гостях. И Александр Присак, адвокат, преподаватель в университете. Здравствуйте, спасибо, что пришли к нам в гости. Добрый день. Наши передачи ведутся в формате телемоста. Беседовать с нами сегодня будет студия ТВ города Камрата и моя коллега Ольга Третьяк. Ольга, здравствуйте. Представьте, пожалуйста, своих гостей. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Добрый день, Наталья. Приветствуем вас в студии АТВ Камрат. Действительно, жертвами нарушений прав трудящихся часто становятся те люди, которые не знают о своих правах и не знают, куда идти, чтобы их защитить. Поэтому сегодня в гости в нашей студии те люди, которые знают о правах все. Это инспектора территориальной инспекции труда Гагаузии, Илья Никита, добрый день, и Иван Камур, здравствуйте, благодарим, что пришли сегодня к нам на передачу, и Иван Иванович Стефанов, пенсионер, который тоже не один год проработал в инспекции труда. Наталья, в таком составе мы сегодня готовы вести диалог, передаем вам слово. Госпожа Каркелан, какие случаи нарушения прав трудящихся рассматриваются профсоюзами? Мы рассматриваем все жалобы, которые поступают именно от членов профсоюза. В последнее время очень часто к нам обращаются ввиду того, что работодатели в одностороннем порядке делают изменения в индивидуальном трудовом договоре именно по оплате труда, режим работы, по... Самые частые запросы именно по срокам именно индивидуальный трудовой договор был заключен на неопределенный срок, ей работодатель делает изменения именно на срок действия индивидуального трудового договора и ставит срок год или 1,5 года. Потому, если с ними были заключены индивидуальные трудовые договора на неопределенный срок, никак не могут быть внесены вот эти изменения. Бывают случаи, когда работодатель изменяет режим работы в одностороннем порядке только 2 часа, чтобы человек приходил на работу. Я понимаю, что если даже нет работы, есть Как вы считаете, что появилось нового в защитной функции профсоюзов сегодня? С октября 2012 года основана инспекция труда профсоюза. В результате именно этой инспекции мы проверяем именно те предприятия, на которые есть профсоюзные организации, ввиду того, чтобы защищать права и интересы членов профсоюза. Много таких предприятий? Есть достаточно. Спасибо. Господин Присак, мы уже обсудили о том, что помощь юридическую, не юридическую, а защиту могут получить люди, которые включены в профсоюзную организацию. Что делать человеку, чьи права нарушаются, но он, к сожалению, не в профсоюзной организации? Кто может ему помочь в защите его прав? Конечно, в этом случае они могут обращаться к юристу или, если он намерен обращаться в суде, конечно, у адвоката, потому что только адвокаты могут представлять согласно закону интересы физических лиц в суде. И поэтому адвокат уже готов идти в суде, если это можно решить вопрос только в суде, потому что может решиться такие вопросы и в инспекции труда, и в других административных органах, которые имеют такие компетенции. Часто ли к вам обращаются за помощью, за юридической помощью в трудовых спорах именно по вопросам нарушения прав? Конечно, часто обращаются, хоть раз в месяц, но обращаются. И обращаются в связи с тем, что не знали свои права до заключения трудового договора.
И в связи с этим есть много проблем с работником и работодателем. То есть человек прежде чем подписать свой контракт должен вначале проконсультироваться с юристом для того, чтобы знать свои права? Конечно, он должен хоть читать трудовой кодекс, начиная с трудового кодекса, читать статью 9, которая предусматривает свои права работника. Но, конечно, было бы лучше, если он обратился к юристу, но самое главное, чтобы он читал все документы, которые ему предоставляются, чтобы он подписал, потому что работодатель сначала предоставляет ему некоторые документы, которые потом могут ущемлять права работника. Например, многие работодатели предоставляют с самого начала работнику, чтобы он подписал заявление об отставке без... Видимо, на той причины. Нет, без даты, как называется? Без даты? Да, без даты. И потом работодатель, когда ему нужно, он ставит эту дату, и получается, что человек ничего не может доказать. Не может доказать, и он, получается, что подавал заявление об отставке без его воли, и работодатель в этом случае может делать, что хочет здесь его отставкой и увольнением. И проблема в том еще, что в Республике Молдова нет такой экспертизы, которая бы определяла момент подписания такого документа или другого. И такие экспертизы могут быть в Украине, в другой государстве, а у нас нет такой экспертизы. И работодатель знает, что если подписав такой документ, они могут увольнить работника, когда захочет. Вопрос у меня есть к вашим коллегам, и перейдем опять к вам. Вот случилась эта ситуация, которая носит такое типичное название «несчастный случай». Что предусматривает сегодня Трудовой кодекс или инспекция труда по процедуре рассмотрения несчастных случаев? Как происходит это обычно? Я с этой ситуацией знаком и хочу сказать, что действительно действующее трудовое законодательство, что касается расследования несчастных случаев, вменило в обязанности инспекции труда проведение расследования несчастных случаев, которые связаны с производством, то есть там, где есть трудовые отношения. В данной ситуации нет трудовых отношений, поэтому инспекция труда, исходя из действующего трудового законодательства, в том числе постановление правительства номер 1361 о порядке расследования несчастных случаев на производстве, не может включиться в расследование данного случая. Если же это несчастный случай на производстве или связано с производством, то есть когда есть работник, есть работодатель, есть рабочее место, есть рабочее оборудование, средства производства, трудовое задание, есть исполнитель, то это уже, конечно, идет несчастный случай, расследуется, исходя из названного нормативного акта. И если доказывается, что это несчастный случай на производстве, то есть работник выполнял свои трудовые обязанности, работал на территории предприятия в рабочее время, то это уже подпадает под несчастный случай на производстве. Если же работник выполнял несвойственные ему функции, то есть, например, баловство, драка, кражи на территории предприятия в рабочее время и так далее, то это уже несчастный случай не подпадает, является несчастным случаем вне производства. В других моментах, когда уже, скажем так, нету вот этих составляющих основных элементов: трудовое задание, рабочее оборудование, трудовое место, то это уже не подпадает под расследование. Случаи, конечно, бывают разные. Иван Иванович правильно поднимает проблему в том плане, что действительно ответ может дать именно расследование несчастного случая. В данном случае я не совсем знаю, но гражданское законодательство, возможно, не регламентирует полностью, что касается вот этого расследования этого случая. В
других случаях, конечно, мы полностью сделаем все, чтобы все несчастные случаи обязательно расследовались. То есть у нас установлена система сообщения о всех несчастных случаях. Об этом обязаны информировать сразу работодатели. Если работодатель не проинформировал, то об этом может проинформировать сам пострадавший или любые свидетели. Кроме этого, нас информируют и медицинские учреждения, и ведется особый учет, что касается несчастных случаев. И если есть на предприятии профсоюзные органы, то участвует в расследовании несчастных случаев и инспекция труда профсоюза. Буквально вот сейчас закрыл несчастный случай, именно где мы с господином Силачем одновременно участвовали в расследовании несчастного случая. В любом случае, вовремя сообщенный несчастный случай, вовремя, скажем так, сохраненное место несчастного случая и так далее помогает расследованию несчастного случая. Если же это не сделано своевременно, то, как Иван Иванович говорит, уже доказать намного сложнее. Такая же ситуация и с несчастными случаями на производстве. Поэтому, пользуясь случаем, призываю всех именно обязательно сообщать о всех несчастных случаях, в том числе и с временной утратой трудоспособности, потому что это элемент нехороших условий труда, который сегодня может обойтись работнику просто царапиной, а завтра это может перейти в тяжелые или, не дай бог, смертельные несчастные случаи. В последнее время в Гагаузии наблюдается, конечно, чуть-чуть спад количества несчастных случаев по сравнению с 2008-2009 годом и так далее. Чем это связано? Возможно, тем, что работники начали относиться к своей работе более ответственно. Работодатели начали, скажем так, стремиться к обеспечению нормальных условий труда, потому что при несчастных случаях, естественно, это урон не только самому пострадавшему, это и урон работодателю, потому что я, пользуясь случаем, хочу сообщить, что работники при несчастном случае имеют право на единовременное пособие, исходя из закона об охране здоровья и безопасности труда. Это пособие составляет пособие из расчета среднемесячная заработная плата по стране, умноженная на каждый процент утери трудоспособности, это если тяжелый несчастный случай. Если это смертельный случай, то исходя из среднегодовой заработной платы работника, умноженное на количество лет недожитых до 62 лет. Кроме вот этого пособия, единовременного пособия в связи с несчастным случаем, полагается еще работнику возмещение ущерба, но уже это или стороны договорятся, или через судебную инстанцию работник вправе потребовать возмещения материального ущерба, морального ущерба и так далее. Кроме этого, хотелось бы сказать, что легче работодателю, в том числе и работнику, стремиться к созданию нормальных условий труда. И когда работники приходят и возмущаются или пишут заявление о том, что мне не выплачивают пособие за работу во вредных условиях, я им задаю вопрос: а не хотите ли вы работать в нормальных условиях? То есть в данном случае это показывает о том, что на предприятии не создана нормальная практика. То есть имеется в виду, что обязательно работники и работодатели должны сначала стремиться создать нормальные условия труда, то есть свести факторы риска к минимуму абсолютному. Если уже сам процесс рабочий не позволяет ликвидацию всех факторов риска, то только после этого полагаются определенные условия, например, сокращение нахождения в опасной зоне, использование индивидуальных коллективных средств защиты и так далее. Если и это уже не помогает, то только после этого уже требовать уже выплату за работу во вредных условиях, спецпитание и так далее, и так далее. Но это можно доказать, что работает во вредных условиях труда только тогда, когда проведена аттестация рабочих мест и оценка факторов риска. Без этого просто-напросто сам никак как работник, как и работодатель не могут сказать 100%, что там нету никаких факторов риска, нету опасных условий труда. Спасибо. Иван Иванович, возвращаемся к вам. Вот вам сказали в центральной студии, что нужно доказать то, что пострадала женщина по вине медицинского учреждения. Вы что можете сказать по этому поводу? Я бы хотел спросить уважаемого адвоката в Кишиневе. Он сам говорит, какой орган
может составить акт о несчастном случае с пенсионером. Сегодня такого органа нету. Мы довели дело до суда, судья спрашивает, где акт о несчастном случае? Акта нету. Кто должен составить акт? Какой орган? Мы предлагаем, чтобы такую единицу ввели или в инспекции труда дополнительного человека, который бы занимался делами пенсионеров, или же в страховую медицину, или же в райсобесе, любой другой орган, чтобы пенсионер мог обратиться со своими проблемами к конкретному человеку. Этого в законодательстве нету, к сожалению. Мы поднимаем вопрос уже на многое время, и пока ответа мы не получаем, к сожалению. Поэтому и права защиты интересов пенсионеров пока остаются открытыми. Спасибо, Наталья. Наталья, вот такой диалог состоялся у нас в студии. Иван Иванович задал свои вопросы вашему господину юристу. Может быть, он сможет что-нибудь ему посоветовать. Помощь, люди, которые трудящиеся на предприятиях, которые получили какую-то травму, может быть, на предприятии, которые, может быть, недовольны, их права нарушаются, но они не члены профсоюзных организаций, они не могут получить защиту от Конфедерации профсоюзов. Мы получаем информацию, когда случаются несчастные случаи на производстве от Государственной инспекции труда. И мы участвуем в расследовании несчастных случаев с летальным исходом и с тяжелым исходом только в тех случаях, если тот, который получил травму, член профсоюза. В таких случаях именно рассматриваем, есть вина работодателя, не создал условия труда, или есть вина работника, что он пришел на работу в нетрезвом состоянии или не соблюдал инструкции по охране труда. Что конкретно делают профсоюзы для того, чтобы права трудящихся не нарушались? Опишите процесс защиты. Вот, например, 9 числа я в Яловенах провела с 70 директоров школ и детских садов именно как семинар, как оформлять трудовые отношения с работниками. Потому что если работодатели будут оформлять трудовые отношения согласно действующему законодательству, в своей очереди уже не будут нарушены, если они будут знать, как оформлять, как правильно сделать перевод работника, или как изменить индивидуальный трудовой договор в таких или иных случаях. И насчет режима работы, и как применять дисциплинарные взыскания к работникам, не так. И в случае, если есть необходимость сокращения штатов на предприятии, тоже, чтобы соблюдали процедуру, именно процедуру при сокращении штатов. Это какие-то лекции, да? Да, на протяжении 3 часов вот именно читаем и наглядно. Это, получается, теоретические какие-то знания, а практически? А практически, вот если мы на предприятии приходим с визитом, потому что мы, как бы, профсоюз, это не проверка, не имеем такие уполномочия, как Государственная инспекция труда. Мы всегда стараемся оказать помощь и работодателям, и работникам именно в соблюдении трудового законодательства. А как вы считаете, какие права трудящихся сегодня наиболее уязвимы и наиболее ущемляются? Условия труда. Есть такие предприятия, которые работают в таких, не выдаются индивидуальные средства защиты. Работая на высоте, тоже не имеют предохранительные пояса. Это получается сложные условия труда, труда, опасные для жизни. Не выплачивают всегда вот эти выплаты, что работают в тяжелых условиях труда. Спасибо. Вот лично к вам с какой проблемой чаще всего обращаются? Лично ко мне, конечно, обращаются
работники в связи с увольнением. И там в статье 86, конечно, многие причины увольнения, но в большинстве случаев обращается в связи с увольнением в связи с отсутствием работника более чем 4 часов без уважительных причин. И почему именно работники увольняют по этой причине? Потому что эту причину легко найти работодателю. Или куда-то уходит работник, или уходит в какой-то отпуск, и потом работодатель говорит, что вот вы не были на работе в течение 3 часов, и получается, что обоснованно его уволили. Но к нашему удивлению часто обращаются и по поводу отставки, потому что, как я говорил выше, есть такие заявления об отставке без дат. Спасибо. А вот множество работников сегодня работают без юридически оформленных трудовых договоров. Как при этом, при каком-либо инциденте этот человек может получить защиту? Ну, конечно, в этом случае сам Трудовой кодекс защищает этих работников, потому что статья 58 Трудового кодекса предусматривает, что если работодатель не заключил с работником письменный трудовой договор, то работник, получается, что он Не числится нигде. не числится, но статья 58 предусматривает, что если он допущен на работу, договор считается, что он заключал с момента допущения на работу работодателя. И получается, что этот договор есть, но в устной форме. И зачастую работники просто-напросто стремятся к высоким заработным платам и так далее. А об охране здоровья и безопасности труда почему-то они забывают. Сегодняшняя передача поднимала в основном вопросы, что касались, скажем так, таких вещей, как оплата труда, там, режим работы, выплаты при сокращении и так далее. А ведь важнее жизни человека ничего нету. Там, если задолжали зарплату, то через некоторое время, через суды или как-то его можно будет вытащить, или но здоровье уже не вернуть. Поэтому работников изначально должно настораживать, что если при оформлении на работе ему не говорят о факторах риска, а работник-то знает, что это опасное производство, то он уже должен насторожиться. Почему это не сообщается, почему это не говорится? И правильно был поднят вопрос, что касается, что должен работник знать при оформлении приема на работу. Да, сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель. Но никто не мешает этому работнику перед тем, как подписать этот индивидуальный трудовой договор, взять или ознакомиться, или взять его без подписи еще и прийти в инспекцию труда и проконсультироваться. Нормальные условия там или ненормальные условия труда. Потому что Трудовым кодексом четко регламентировано для всех видов деятельности, для всех частного или государственного каково должно быть содержание индивидуального трудового договора. Для всех одинаково. Поэтому это очень важно, чтобы это было. Если же говорить о расследовании несчастных случаев, то хочу напомнить, что расследование несчастных случаев не имеет сроков давности. Поэтому обязательно, даже если это произошло чуть-чуть позже, раньше или позже, обязательно об этом сообщать, потому что это признак того, что ненормальные условия труда. И в другой раз может пострадать еще кто-то. Мы расследуем несчастный случай не для того, чтобы кого-либо наказывать. Мы расследуем для того, чтобы не допустить эти случаи в будущем. Зачастую, если это говорить о частном секторе, то кто там работает? Работают близкие люди и так далее. Зачем? Никому не выгодно, чтобы пострадали именно близкие люди. Да, к сожалению, вот такой случай случился, то, что говорит Иван Иванович. Возможно, что это в том числе могло коснуться кого-то из работников.
И, то есть, правильно поднимается проблема, чтобы это не случилось не только с пенсионерами, а чтобы это не случилось еще с кем-либо, в том числе и с работниками. То есть, это вовремя не выявленный фактор риска и вовремя не приведенное рабочее место на нормальные условия. Возможно, это вина именно тех работодателей, которые находятся в том здании. Мы, в принципе, после этого случая потребовали от управления здравоохранения, чтобы все медицинские учреждения обеспечили обучением в области охраны здоровья и безопасности труда всех руководителей своих подразделений. И что и было обеспечено и разъяснено, что касается требований охраны здоровья и безопасности труда. В настоящее время появилось ряд новых нормативных актов в области охраны здоровья и безопасности труда, которые лучше регламентируют эти требования. Это минимальные требования в области охраны здоровья и безопасности труда для рабочих мест, для рабочего оборудования, для строительных площадок, для системы сигнализации и так далее. То есть это как раз-то то, что государством делается, чтобы предупредить такие случаи, чтобы, скажем так, не допустить эти случаи. Тем не менее, конечно, имеют место такие вещи, но если вовремя будет об этих вещах сообщено, то инспекция труда с своей стороны постарается принять все меры, несмотря на то, что у нас ограничены штаты Государственной инспекции труда. Спасибо, очень содержательная информация. Вот такой вопрос еще у меня буквально остался. Почему-то бытует такое мнение, что если кто-то из работников на производстве уже решил обращаться к юристу или к вам, если его права ущемляются, казалось бы, все остальные должны его поддерживать, потому что в том числе и их права ущемляются. Но почему-то к ним боятся люди еще обращаться, защищать в том числе и свои права, и немножко относятся чуть ли не враждебно к своему коллеге. Вы в чем видите причину такого? Причина? На этот вопрос я мог бы ответить. Дело в том, что, во-первых, боязнь работника потерять работу. На сегодняшний день мы все знаем, что большинство людей не имеет места работы, и каждый ищет себе любую работу, даже уже несмотря ни на образование, ни на профессию, которую он имеет. Главное, чтобы иметь какую-то работу, иметь какой-то заработок. И боязнь в том, что потерять работу, возможность есть потерять работу, вот люди иногда не обращаются и работают в тех условиях, что и было остановлено конкретно указано Иваном Петровичем, что и в вредных условиях, несмотря на заработную плату, несмотря на то, что не соблюдается и минимальная заработная плата, над любую зарплату, главное, чтобы человек имел и мог бы заработать для своей семьи хоть что-то. Но закон дает право любому работнику обратиться с любым вопросом в нашу инспекцию, Государственную инспекцию труда. По любому вопросу, что касается охраны здоровья и безопасности труда, что касается трудовых отношений, по любому вопросу. Мы со своей стороны стараемся прилагать все усилия и постараться помочь данному человеку. В любом случае, если выявляется нарушение со стороны работодателя, естественно, конечно, мы просто без внимания эти вопросы не оставляем. Мы рады всегда помочь любому работнику. Почему? Потому что каждый человек работающий – это работник, который дает возможность тем же пенсионерам получать свою пенсию. Почему? Потому что, учитывая тот демографический кризис, что сложился у нас на территории страны, количество работающих с каждым годом уменьшается, и, естественно, и пенсию, которую получают работники, не будет откуда. При этом подчеркиваю, что Государственная инспекция труда гарантирует конфиденциальность любого обращения, любого заявления в адрес какого-либо работодателя. Да. То есть мы, учитывая, что это наша обязанность, мы не имеем права разглашать источник жалобы и говорить, что мы пришли пожаловаться. Большое спасибо вам сегодня за участие в нашей передаче, что вы разъяснили нашим телезрителям все нюансы, которые их интересуют. Если остались какие-то вопросы, можно обращаться в инспекцию труда, которая расположена по адресу улица Победа, 46. Уважаемые телезрители, а я вам напоминаю, что сегодня у нас в гостях были инспектора инспекции труда Иван Камур и Илья Никита и пенсионер Иван Иванович Стефанов. До новых встреч, до свидания.